Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Благие цели» в республике создана общественная организация «Справедливая Абхазия». Новые технологии, новые возможности. В АГУ прошло открытие презентационной аудитории и электронной библиотеки. Юмор на сцене. Постановка Государственного молодежного театра прошла в столице. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по проблемам банковской системы. В ходе совещания обсуждалась проблема возврата кредитных средств, выданных банками, и вопросы ликвидации существующей задолженности заемщиками. Также рассматривалась ситуация, сложившаяся в Гаграбанке. Рауль Хаджимба подчеркнул, что несмотря на положительную тенденцию прошлого года, когда впервые за многие годы удалось добиться выплаты заемщиками более 600 миллионов рублей задолженности по кредитам и судам, необходимо принять дополнительные жесткие меры, направленные на обеспечение выполнения кредитных договоров и возвратности кредитов. Председатель правления Гаграбанка Астамур Аргун доложил участникам совещания о сложной ситуации в банке, вызванной невозвратом заемщиками значительного объема кредитных средств. Он отметил, что на сегодняшний день сумма невозвращенных кредитов, выданных Гаграбанком и накопленных по ним процентов, достигает 600 миллионов рублей. Президент поручил генеральному прокурору взять под особый контроль расследование по фактам невозврата крупных и особо крупных кредитов. В столице состоялась презентация республиканской общественной организации «Справедливая Абхазия». На встречу с инициативной группой был приглашен вице-президент республики Виталий Габня, а также руководители политических и общественных организаций, депутаты парламента Абхазии и журналисты. Организация состоит из Высшего совета и двух сопредседателей Давида Агрба и Джона Квасия. В ее активе 32 человека. Рената Шакая расскажет подробности. Свобода, закон, справедливость и согласие. Под таким лозунгом объединились представители новой республиканской общественной организации «Справедливая Абхазия». Главная ее цель – строительство социального государства с высоким уровнем развития демократии. Руководитель организации Давид Агрба уверен, что достичь эту цель можно при условии консолидации общества и введения демократических инструментов управления. По мнению Давида Агрба, важнейшие условия существования и развития современного абхазского общества – это солидарность, свобода и справедливость, критерии благополучия общественной и политической жизни. Мы уверены, что солидарное, справедливое общество может создать по-настоящему социальное государство и обеспечить достойную жизнь людям. Мы не хотим, чтобы абхазское общество было раздираемо непримиримыми противоречиями. Такое общество, как известно, не имеет перспектив. Основной задачей организации является поддержание органов власти, так как, по мнению «Справедливой Абхазии», они представляют системы политических инструментов, занимающихся организацией общественной жизни. Создание организации – это действительно не спонтанное решение. Мы считаем, что молодое поколение должно быть вовлечено в политику. Молодежь должна быть объединена в организацию. Именно потому, что наш голос должен быть услышан. Мы должны быть неравнодушными к тому, что происходит в нашей стране. Мы считаем, что от молодого поколения будет еще много пользы. Приглашенные на презентацию республиканской общественной организации «Справедливая Абхазия» выразили надежду на то, что молодое поколение и в дальнейшем будет активно принимать участие в жизни страны. В вашей чистоте помыслов, я вижу тех людей, которые поэтапно может нас вывести на совершенно другой уровень. При этом желаю, чтобы вы не сосредотачивались только в своем поколении, поскольку слишком большой разрыв получается. Должна быть преемственность. Отработайте свою организацию таким образом, чтобы у вас было от 20 до 35 лет. Сделайте ее содержательной. Власть выше Рогоса стремится, вы это видите. Здесь, я не думаю, каких-то мнений может быть другие. И явно, однозначно, искренне стремится сделать свою работу и вообще работу структуры государства и всех структур более прозрачной. Но помехи какие-то возникают. Я хочу, чтобы вы своими молодыми глазами пытливо вникали в эти вопросы. Я многих знаю из ваших ребят, и в том числе лидеров. Хорошие ребята, чистые ребята, пытливые, хотят, влиять на процесс. Порядочные, умные, толковые, это же прекрасно. Представители организации выразили надежду, что Абхазия станет тем государством, в котором неукоснительно будут соблюдаться Конституция, порядок и законность. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия заявил в интервью «Обснапресс», что для проведения референдума в Абхазии нет никакой необходимости. По словам народного поэта, поднимают ажиотажи, нагнетают обстановку заинтересованные лица. В государстве должна быть оппозиция, и хорошо, что она есть, считает он. Оппозиция может высказывать свое мнение по многим вопросам общественной жизни страны, указывает на то, что ее не устраивает вести диалог с властью, но это не значит, что вопросы надо ставить радикально. Если мы узаконим такую традицию, то каждые 2-3 года, проводя референдумы, к чему мы придем, задается вопросом народный поэт. По его словам, президента страны невозможно обвинить в коррупции. Но когда у власти были такие люди, которых можно было в этом обвинить, не было инициативы проводить референдумы, и всех это устраивало, сказал он, комментируя действия оппозиционных сил. Академик Шота Арста также выразил свою позицию по поводу инициативы по проведению референдума. Он считает, что подобный вопрос может быть поставлен только в крайнем случае, когда существует на то веское основание. Люди, состоящие в оппозиции, представители нашего народа. Понятно, что они хотят видеть страну процветающей и желают ей добра. Но как осуществить это добро, всякий понимает по-своему, отметил он. Комментируя доводы инициаторов плебисцита о невыполнении предвыборных обещаний президентом, академик заявил, что, например, увеличение зарплаты и пенсий не всегда зависит именно от главы государства. Есть много объективных причин, которые не позволяют сразу добиться осуществления всех обещаний. Известно много примеров, в том числе и в России, когда в стране из-за экономических и политических проблем страдает социальная сфера. В стране нужно поднимать экономику, но и это не только задача президента и правительства, многое зависит и от самого народа, подчеркнул Шота Арста. Академик считает, что сейчас важно думать о завтрашнем дне и спокойно работать и не будоражить народ. Оппозиция или отдельная партия не может решить вопрос выборов президента. Это решает народ. И если народ доверил свою судьбу и будущее одному человеку, значит, он верит в него, сказал Шота Арста. Он призвал оппозицию, сообща с провластными силами страны, бороться за национальные интересы Абхазии. В Абхазском государственном университете открыли презентационную аудиторию и электронную библиотеку. Идея оснащения университета такими необходимыми атрибутами вузовского образования, а также ее воплощение принадлежит международной организации UNDP. Программа развития ООН. Амра Амичпа побывала на презентации. В электронную библиотеку АГУ пока загружено около 200 книг. Однако, по словам ее разработчика Давида Коява, каталог пополняется. Для удобства студентов книги систематизированы по категориям, дисциплинам и кафедрам. Также есть раздел, в котором студенты могут оставить запрос на ту или иную книгу или загрузить свою, которой нет в перечне библиотеки. Кроме того, с помощью книжного сканера можно загружать книги любых форматов. Давид Коява пояснил, что наличие книжного сканера позволяет оцифровать редкие экземпляры абхазских книг и ввести их в базу электронной библиотеки АГУ. То, что будет представлено сегодня, является олицетворением всего потенциала, который есть в АГУ, в первую очередь потенциала в сфере IT-технологий. То, что будет представлено, и есть результат труда студентов и преподавателей Абхазского университета. Хотели просто выразить от имени нашей организации восхищение всем преподавателям, студентам, которые участвовали в разработке этой электронной библиотеки. О запуске электронной библиотеки студентам рассказали в презентационной аудитории, также оборудованной при помощи программы развития ООН. Здесь АГУ и ПРООН планируют совместную работу по подготовке и проведению презентации в формате TED-конференции с привлечением широкого круга гостей. О предназначении и функциональных возможностях презентационной аудитории рассказала представитель программы развития ООН Мадина Сулава. Когда речь идет о TED, мы имеем в виду современные, интересные тематические презентации на разнообразные какие-то топики, да, то есть тут не идет ограничение какое-то возрастное или тематическое, да, то есть самое главное — это интересная подача для аудитории. С кратким видеоприветствием к участникам мероприятия обратилась преподаватель университета Калифорнии Ирвайн, доктор Пола Гарб. Недавно я сидела тоже в этом зале, восхищалась и очень радуюсь, что у вас будет возможность много-много раз проводить очень интересные встречи в этом зале. Спасибо организаторам за такую возможность. Я жду от вас этой лекции, сообщения, чтобы я могла тоже показать
моим студентам. Аббревиатурой TED обозначается Фонд технологий развлечения дизайн, организующий выступления знаменитых современников в формате 18-минутной презентации. На протяжении 18 минут спикеры вдохновляют своих слушателей. В это время в зале стоит особая атмосфера. Стив Джобс, Билл Гейтс, Боно, Ричард Брэнсон и многие другие талантливые люди выступали на площадке TED-конференции и блестяще защищали свои идеи и проекты. С сегодняшнего дня участниками TED-конференции становятся и спикеры из Абхазии. Презентации будут проходить в течение всей весны раз в неделю. А открыл ряд интерактивных презентаций автор проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба. Он рассказал студентам интересные детали горной экспедиции. Было очень необычно и интересно увидеть на сегодняшней презентации Тенгиза Тарба. Как все уже знают о Горной Абхазии, было очень интересно познакомиться с ним лично, задать ему интересующие вопросы. Это человек, который открыл нам новый мир, показал нам с другой стороны Абхазию, и многих молодых ребят он вдохновляет на новые проекты, чтобы сохранить красоту нашей природы и нашу Абхазию. Выступление Тенгиза Тарба перед студентами будет тиражировано в интернете. Таким образом, многомиллионная аудитория TED-конференции сможет посмотреть презентацию и узнать больше об Абхазии. Амра Амиджба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Абхазским компаниям откроется доступ к международной онлайн-торговле. Соглашение об этом 31 марта подпишут Республика Абхазия и российская компания «Макрономика». Соглашение предоставляет всем коммерческим компаниям Абхазии возможность заниматься международной онлайн-торговлей, сообщает официальный сайт Минэкономики Республики. Российские эксперты рассказали о резком росте интереса к Абхазии у российских туристов. На этапе раннего бронирования туроператоры и системы самостоятельного планирования путешествий зафиксировали резкое увеличение спроса со стороны россиян на поездки в Закавказье. Особым интересом пользуются Абхазия и Армения. Как сообщает «Коммерсант», спрос по этим направлениям увеличился минимум на 50% по сравнению с прошлым годом. По оценкам гендиректора турагентства «Дельфин» Сергея Ромашкина, этим летом Абхазию планируют посетить около 1,5 миллиона россиян, что на 20% больше, чем в 2015 году. Актеры Государственного молодежного театра вновь порадовали поклонников своего искусства. К Международному дню театра они представили юмористическую постановку по произведениям Шоты Чкадуа, Шалоди Аджинжела, Таифа Ачба. Зрители также смогли увидеть скетчи Софы Агума. За 2 года существования молодежный театр представил уже 4 премьеры. Хочу заметить, что за 1,5 года, неполных 2 года, уже в репертуаре у молодежного театра 4 полноценных спектакля, которые вы наверняка видели, и наш народ уже успел оценить по достоинству. И также мы не стоим на одном месте, растем и развиваемся. По поводу существования вообще и важности молодежного театра, я думаю, что это необходимо с той стороны, чтобы привлечь молодежь к культуре. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 12-14 градусов. В столице республики переменная облачность без осадков. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.